В Ингушетии на случай паводка подготовили 9 пунктов временного размещения людей. Пока уровень воды в реках значительно ниже показателей опасных отметок, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Пункты открыты в гостинице «Асса», в ФОКе и Доме культуры села Ляжги, а также в ряде школ города Сунжа и Сунжинского района. В республике в зоне подтопления могут оказаться более 1500 домов в ряде населенных пунктов. Вступил в силу закон, предписывающий владельцам дач указывать данные о занимаемом строении участке земли и его кадастровом номере в уведомлении для расчета земельного налога. Требование распространяется на объекты жилфонда, инфраструктуру ЖКХ и другую недвижимость. Обязанность указывать информацию о земельном участке и строении в уведомлении для расчета земельного налога поможет установить прямую связь между объектами и участками земли, что обеспечит более точное и правильное планирование различных инфраструктурных проектов. Это также позволит избежать недоразумений и споров при осуществлении строительных работ и эксплуатации объектов. С 5 по 8 апреля в республике пройдет благотворительная акция «Мехкасага», приуроченная к празднику Ид-аль-Фитр. 4000 продуктовых наборов будет роздано нуждающимся, в том числе жителям пригородного района. Об этом написал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. По его словам, очень важно, чтобы каждый житель чувствовал поддержку и заботу в эти священные для всех мусульман дни. Помощь будет оказана малоимущим и многодетным семьям. 5 апреля у Аланских ворот в Магасе пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Жители могут приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. На ярмарке будут представлены свежее мясо, колбасные изделия, сыры, масло, овощи, фрукты, мука, мед, сладости, орехи и многое другое. В марте в республике было проведено 7 сельскохозяйственных ярмарок, приуроченных к священному месяцу Рамадан. Их посетило более 4000 жителей региона. Глава Ингушетии поручил сделать бесплатным общественный транспорт в праздник Ид-аль-Фитр. В целях поддержания праздничной атмосферы руководителям транспортных предприятий рекомендовано осуществлять бесплатно пассажирские перевозки в течение 3 дней. Частным перевозчикам поставлена задача соблюдать график функционирования общественного транспорта на территории республики. Кроме того, региональные оперативные службы примут все необходимые меры для поддержания общественного порядка и безопасности, а также для обеспечения потребителей республики бесперебойным электро-, газо- и водоснабжением. Банк России предупреждает о новой мошеннической схеме с участием лживых специалистов Федеральной налоговой службы, которые требуют от потенциальных жертв декларации, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Отмечается, что аферисты рассылают на электронные адреса граждан письма якобы от Федеральной налоговой службы, после чего под различными предлогами требуют предоставить декларацию, загрузив ее на специальный сайт, на который можно попасть, перейдя по ссылке, прикрепленной к письму. Дистанционные мошенники таким образом пытаются заполучить платежные и персональные данные людей, чтобы потом опустошить их банковские счета или использовать в других преступных схемах. В текущем году 17 школ Ингушетии получат спортивный инвентарь. Работу проведут по проекту «Футбол в школе». В 2023 году было охвачено 10 общеобразовательных организаций региона. Наборы для каждой школы сформированы в зависимости от количества учеников. В Назране введут запрет на бесконтрольный выпас скота. Администрация города выступила с инициативой внести изменения в правила благоустройства города, которые одобрил городской совет депутатов. Теперь за выпас сельскохозяйственных животных на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования, улицах, скверах, парках и площадях в пределах границ административного округа города влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 8 тысяч рублей, на юридических от 15 до 20 тысяч рублей.